Для полного выполнения установленного плана заданий военным комиссариатом Чувашской республики на базе военного комиссариата города Канаш состоялось межведомственное совещание по итогам осенней призывной кампании. Перед совещанием с антикоррупционной разъяснительной речью выступили сотрудники прокуратуры Канашского и Янтиковского районов. Далее слово передали военному комиссару по городу Канаш, Канашскому и Янтиковскому районам Юрию Барышову. В начале доклада Юрий Витальевич рассказал о проекте боевого армейского резерва страны «Барс». Министерством обороны Российской Федерации принято решение проведения военно-сборовых мероприятий не так, как помните, главы сельских поселений, главы муниципальных образований, наши сотрудники, они раньше назывались у нас военные сборы. Сейчас вот так вкратце называется БАРС, боевой армейский резерв страны. В данное время от нас 4 проходят военно-сборовые мероприятия в Ульяновской области по 27 ноября. Мы с ними постоянно на связи. Конечно, для них это после перерыва армейского, конечно, может быть где-то что-то трудности. Но проходят теоретические мероприятия, проходят также практически это стрельбы и вождение. На своих должностях по воинским званиям есть определенные, вкратце могу сказать, находятся где-то в организациях, предприятиях, работают, заключают контракт с Министерством обороны Российской Федерации. И во время прохождения сборовых мероприятий на основании должности, воинского звания получают еще денежное удовольствие во время прохождения военно-сборовых мероприятий. В высшие военные учебные заведения за 3 муниципальных образования в этом году поступило 18 человек. По словам военного комиссара, это число с каждым годом увеличивается. Военное училище. Набор осуществлен почти 63 у нас заявлений было за 3 муниципальных образования, высшее военное учебное заведение. Напоминаю, главам сельских поселений у нас 40 высших военных учебных заведений. Из 63 у нас 18 человек поступили в этом году в высшее военное учебное заведение. Это очень хорошие показатели сравнения на уровне военного комиссариата Чувашской республики, если мы берем все муниципальные образования. Из года в год у нас так цифры увеличиваются. Из года в год есть лица, намеренно уклоняющиеся от службы. Таким гражданам, не имеющим законного основания для освобождения от службы, вместо военного билета будет выдаваться справка. Многие говорят так, уважаемые главы сельских поселений, якобы повестку не получили. Но я и вполне серьезно и в шутку говорю, не надо ждать кофе в постель. Так я правильно говорю, да? Зачем ждать, если вы призывник, подлежите призыву, друзей, товарищей отправляете. А потом, приходя на призывную комиссию, когда 27 лет исполняется, напоминаю главам сельских поселений, что с 1 января 2014 года изменился федеральный закон, лица, не проходившие военной службы, не имея на то законных оснований, военный билет уже не выдаем. Рассматривается на призывную комиссию, голосуется, призывная комиссия, главы и заместители, естественно, сверх федерального закона решения не можем принять. На контроле военной прокуратуры. Все выдается справка 1О. В ходе совещания главам сельских поселений, сотрудникам прокуратуры и правоохранительных органов было поручено взять на контроль проблему уклонистов, а также поставлены задачи для успешного выполнения плана задания за 2021 год. Мы сегодня провели межведомственное совещание, это у нас традиционно во время призывных кампаний проходит. Подытожили призывную кампанию осень 2021 за октябрь месяц. Посмотрели, где наши плюсы, где мы упускаем, где минусы. Но на сегодняшний день пока идем по графику. Медицинские комиссии и призывные комиссии то же самое идет по графику. 29 парней уже за 3 муниципальных образования убыли в войска. Предстоящая медицинская комиссия рассмотрена. Сегодня на межведомственном совещании определили, в каком направлении в частности будем работать. Это прежде всего теми лицами, которые подлежат призыву. Второе – это те лица, которые, к сожалению, по состоянию здоровья не могут призваться в ряды вооруженных сил Российской Федерации. И в своем докладе обратился к главам сельских поселений, что лица, которые обучаются в высших учебных заведениях, в среднепрофессиональных образованиях, нет необходимости к нам приехать, они должны только представить
справки, что проходит обучение. И призывная комиссия выносит решение о предоставлении отсрочки.